Дорогие друзья, вас приветствует школа Тибет-класс и я, Тамара Илюхина. Сегодня мы с вами изучим вопрос «Как тебя зовут?» и узнаем, что нам на него ответить. Нужно отметить, что в тибетском языке этот вопрос достаточно сложный. В программе нашей школы Тибет-класс мы изучаем его только на втором модуле обучения, потому что для того, чтобы хорошо освоить его, нам с вами нужно уже полностью уметь читать. Нам нужно знать все очень-очень заковыристые правила чтения тибетского языка. Нам нужно знать падежи тибетского языка, падежные частицы, и при этом еще владеть предложением с глаголом действия в лицах и временах. Но сейчас мы с вами очень просто и популярно разберемся с этим вопросом. Вы получите общее представление о грамматике, которая там употребляется, и уже сможете им пользоваться. Если вы не умеете читать по-тибетски, то у вас будет возможность просто запомнить произношение этой фразы. Итак, приступаем. Для того, чтобы задать вопрос «Как тебя зовут?», для начала мы с вами познакомимся с двумя существительными «имя». Имя или название. Почему с двумя? Потому что одно из них будет почтительное, а второе обычное. Почтительное мы употребляем в вопросе, таким образом выражая уважение, почтение к нашему собеседнику. Обычную форму мы используем о себе. Сразу отмечу, что почтительные слова использовать о себе будет очень невежественно, чванливо и некрасиво. Итак, сейчас у меня написано два тибетских слова. Посередине их перевод имя, название. Первое слово «цен» – это слово «имя» почтительно. Его мы будем использовать в нашем с вами вопросе. Второе слово «мин» – это имя, название, обычное слово, которое мы будем использовать в ответе о себе. Теперь я беру местоимение «керан». Это местоимение «ты» или «вы», местоимение второго лица, почтительное. «Керан». И делаю его притяжательным. Для этого я использую частицу «ки». Эта частица называется дрелдра, связующая частица, или частица шестого падежа. Из местоимения «ты», «вы» оно делает мне притяжательное местоимение «твое». Твое, ваше, ваше в единственном числе в данном случае, почтительное местоимение. И у меня получается словосочетание «керанги цен» – «твое имя». Далее, после этого словосочетания, после существительного «цен» имя, я ставлю грамматическую частицу «ла-дён». Она у меня будет иметь значение после лога. В русском языке у меня предлоги, они стоят спереди слов, перед словами, словосочетанием, которые они оформляют. В тибетском языке у меня послелоги. И у меня получается словосочетание «о твоем имени», «про твое имя». После этого я ставлю вопросительное слово «каре». Вопросительное слово «каре» переводится как «что». Далее я ставлю глагол «щу». Глагол «щу» у нас с вами относится к так называемым глаголам скромности. Он у нас используется очень широко о речи, говорят, спрашивают, просят. Также у него еще есть определенная сфера применения, но сейчас здесь он у нас с вами будет иметь значение «говорят». «Каре щу» буквально это «что говорят». Но нам с вами нужно еще поставить глагольное окончание. Здесь у нас с вами будет глагольное окончание «щу», после глагола «щу» – «щугиё». «Щугиё» – «гиё» – это глагольное окончание, которое используется у меня в предложении с глаголом действия в первом лице. Но у нас с вами есть очень важное правило опережения ответа. И поскольку у меня на этот вопрос ответ будет в первом лице, уже сразу в вопросе я использую глагольное окончание первого лица. Итак, мой вопрос получился «Керанги цен ла каре щугиё». Это вопрос о твоем имени, что говорят. Теперь давайте посмотрим внимательно на ответ. Что у меня изменилось? Вместо существительного цен у меня используется существительное мин, имя. Обычное слово, непочтительное. Вместо местоимения «керан» у меня используется местоимение «на», местоимение первого лица «я», единственное число. Частица дрелдра, связующая, у нас с вами используется в виде гамалова с огласовкой «и». И вот это вот сочетание у нас с вами произносится как «не». «Не мин» – мое имя. Затем у меня точно так же стоит грамматическая частица «ладен».
Она у меня стояла как в вопросе, также стоит она у меня и в ответе. О моем имени, на мое имя. Затем вместо вопросительного слова «каре» у меня стоит искомое слово. Непосредственно как же зовут этого человека. Мы с вами используем имя Дава, достаточно распространенное тибетское имя. Вместо глагола «щу» у меня стоит глагол «сэр». Глагол «щу» – глагол скромности, глагол «сэр» – говорить, называть, который мы с вами используем в ответе. И глагольное окончание первого лица настоящего времени «гиё». Итак, у меня получился ответ «Нейминла Дава сэр Гиё». Давайте сейчас мы с вами послушаем, как носитель произносит эти фразы. Чан иценла карешугия. Не мингла дава сергия. На что нам с вами нужно обязательно обратить внимание? В вопросе мы с вами использовали почтительное слово «цен». И вместе с ним в вопросе мы с вами использовали глагол скромности «щу». Если мы с вами в вопросе используем «цен», с ним в паре обязательно должен идти глагол «щу». Употреблять глагол «сэр» будет некорректно. И точно так же в ответе мы с вами использовали «мин», имя, обычное слово. И с ним в паре мы используем глагол «сэр». Когда мы говорим «мин», имя, с ним в паре должен идти глагол «сэр». В предложении, где использовано «цен», мы говорим глагол «щу». В предложении, где использовано «мин», мы говорим глагол «сэр». Пожалуйста, обратите на это внимание и не делайте ошибку, не используйте вместе с существительным «цен» глагол «сэр» и наоборот. Ну что же, мы с вами сегодня выучили вопрос «Как тебя зовут?», узнали, как нам на него ответить. На этом мы с вами сегодняшнее занятие заканчиваем. Я очень рада вас еще раз приветствовать от имени школы Тибет Класс. Ждем вас в наших социальных сетях, на наших страницах, на нашем сайте, конечно же, на наших уроках. Всем Джима Джальон. До свидания.